Добрый вечер. Мы начало нашей пьесы назначали на 16 часов. И, конечно, не в обиду тех, которые здесь присутствуют, мы приглашали учителей городского округа и Карачаевского района. И также работников МВД, полиции. Но, к сожалению, наши приглашенные отсутствуют. Но зато наша молодежь, студенты университета, они проявили интерес. Поэтому и наши сотрудники здесь. И большое спасибо тем учителям района и города, которые откликнулись на наше приглашение. Я вам маленькую историю расскажу. Мы сюда приглашали Наташу Зарим, она исполняет свои песни, бардовские песни. И на эту встречу, на ее концертную программу пришло очень мало людей. После того, как она уже спела все свои песни, в конце этой программы вышла на сцену Кагиева Насихат, и она сказала: Зарима, ты, пожалуйста, не переживай. Город Карачаевск – это город спящей интеллигенции. Ну, сегодня тоже, наверное, маленький пример этой спящей интеллигенции. Но наши студенты, иностранцы из Туркменистана, они уже где-то почти год, да? Они готовили эту пьесу. И сегодня премьера этой пьесы. Мы и драмтеатр приглашали сюда, и, как уже я назвал, учителей и участковых милиционеров, полицейских, которые немножко не так думают о наших иностранных студентах. Учителя, учителя я видел, да, их мало просто. Мы предполагали где-то около 200 учителей района города. Мы ожидали так. По крайней мере, мы приглашали и мечтали. Ну, у них сегодня какие-то срезы еще. Ну вот еще третья школа подходит. Контрольные срезы в районе и в городе, может, они заняты. Ну а что, ребята, кто у нас там? Давайте начнем. Здравствуйте всем! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие преподаватели, гости нашего вечера. Мы очень рады вас видеть в нашем Карачаево-Черкесском государственном университете, в нашем актовом зале. Для вас театральная студия «Веселые студенты» подготовили спектакль по одноименной пьесе туркменского и советского драматурга Тяшли Курбанова под названием «Любовь и страх». Желаю вам всем приятного просмотра, приятного вечера. Оцените наш труд. А мы начинаем. Спасибо вам всем. Не женюсь, я не женюсь.
будешь так издеваться, я вовсе никуда не пойду. Чего? А ну попробуй не пойти. Я с таким трудом ее сосватала. Раз сказал не пойду, не пойду. Дурдом ты, прости меня, Господи. Ты пойми меня, сынок. Если мы и на этот раз этот шанс упустим, то ты всю жизнь без жены проживешь. Кто за такого бестолкового, да точно осталось, горе ты мое. Хватит, мама! Вот украду я эту девушку. Вот тогда и узнаешь. Ты украдешь? Не смеши моих зубов! Ты толком разговаривать-то не умеешь! Мама, ты мне не веришь? Верю, верю. От такого бестолкового, что хочешь, можно ожидать. Но ты не будь ступцом и послушай мать. Говорят, что эта девушка очень аккуратная. И следи за своими словами. И не неси, что попало. Что ты, мама, меня постоянно ругаешь? Она что, такая особенная, что ли? Чего ты меня перебиваешь? Ахламан ты, мать слушай. А что мне делать-то, мам? Разве ты не знаешь, что делать? Знаю, но стесняюсь. Ну-ка говори, что знаешь. Целуются! Ага, какие стыжи! Как такие слова сказать? Кто тебе такие вещи сказал? Кто тебя этому научил? Бестолковый. Никто не учил, мам. Ты спросила, вот я и ответил. Бестолковый. Ну да, мужчина должен быть уступчивее, чем женщина. Но это не значит, что ты должен, открыв рот, дать ухватить себя за бороду. Мама! У меня же борода есть, что ли? Если ты себя и так дальше будешь вести, тебе бороду быстро найдут. Ты сначала с ней поздоровайся, спроси, как у нее дела, конфетами из карманов угости. В конце концов, с ночью в кино ее пригласишь. В кино я ее не приглашу! Почему ты не пригласишь? Когда я смотрю фильм, я засыпаю. А кино поздно ночью заканчивается. Приходится возвращаться мимо кладбища. У меня есть друг Азнаузову. Вот когда он возвращался домой, за ним гнался. Привидение! До сих пор доиграется. Господи, я так несчастна. Я-то думала, что он просто бестолковый, а он, оказывается, и полнейший трус. Чего кричишь? Я уже не знаю, что тебе сказать, чему тебя научить. Мама, ты сама попробуй поздно ночью мимо кладбища пройти. Вот тогда узнаешь. Бестолковый! Ты же на свидание с девушкой идешь! Сынок, Дианы, забудь про эти небылицы. Подумай о Мадине. Какая она красивая. Вот когда ты женишься на ней, то, что хочешь, то и делай. Хочешь плов прикажи готовить, хочешь чугунку
А что, мама? У Мадины что, ноздрей нету, что ли? Что ты молчи, бестолковый. Иди уже! А то стоишь и смотришь, как баран на новые ворота! Ты что думаешь, она тебя будет так долго ждать? Мама! Если ей нужен такой муж, как я, подождет как миленькая. Ай, Матвей, я никогда еще так не уставала. Что случилось, доченька? Что-то ты сегодня поздновато пришла. Ой, мамочка, наша Грионка двоих телят родила. Они нашли яблоны, похожи друг на друга. И такие милые. Ой, какая хорошая новость! Ты у меня умница, золотая ты моя. Вань, к чему мой бестолковый братик так нарядился, а? Мама! Скажи своей дочери, пускай она перестанет меня обзывать бестолковым и невеждой! В этом доме что-то происходит без моего ведома. Что нового? Быстро ходите. Доченька, у нас такие хорошие новости. Я такую хорошенькую невестку нашла для твоего брата. Он сейчас готовится идти на свидание. Что? Мама, дай-ка мне воды, а то мне плохо стало. И кто эта несчастная девушка? Откуда я знаю? У мамы спроси, она знает. Следи за своими словами, они нигде не найдут такого парня, как мой сыночек. Да, Заматя? Да, мамочка, да. Она меня недооценивает. Вот когда ты сама выйдешь замуж, вот тогда и посмотрит и на твоего жениха. Да пошел ты! Мама, кто она? Я ее знаю, и почему такие вещи скрываете от меня? Солнышко мое, я так устала от того, что нас каждый раз прогоняют. Я поэтому не стала тебе говорить, прежде чем не услышишь хорошие новости. Говорят, что эта девушка из хорошей семьи. Она работает в пекарне. А папа ее знатный машинист. Они живут рядом с железной дорогой. А папу ее зовут Муратом. Да, Мурат. Ой, Мадина, что ли? Да, откуда ты ее знаешь? Но у Мадины... Нет, хорошая девушка. Я с ней познакомилась на телевидении, когда снималась для журнала «Открытие». Что ты хочешь сказать? Говори. Нет, ничего. А девушка согласна? Если не была бы согласна, то не шла бы на свидание с твоим братом. Иди, мой бестолковый братик. А мы посмотрим. А что с ней не встречаться-то? Ты что думаешь, она меня окусит? Не держи брата, он и так опаздывает. А я пойду, за скотом присмотрю. Они, наверное, уже с голоду умирают. А ты, сыночек, иди. Пускай благословит тебя Господь. Ого! А ну-ка, братик, стой. Что случилось? Ты что, в таком виде пойдешь? А что не так-то?
Ты что, хочешь, чтобы я опоздал? Не иди с дороги. Стой, не ходи, опозоришься. Девушка, с вами все в порядке? Как вы себя ведете? Я еле-еле избежал от маминых лекций. Меня ждут, понимаешь? Брат, твой костюм никуда не годится. Иди переоденься. Что? Это же настоящий кремплин! Вот и поэтому говорю, кто одевает настоящий кремплин на свидание с девушкой? Дура! Я этот костюм нашел, обыскав 3 базара и купил за 1500 рублей! Эх, братик, ты еще обижаешься, когда я тебя называю бестолковым. Эта ткань уже давно не в моде. А ты знаешь, кого одевает эта ткань за границей? Откуда я знаю? Я что, за границей была, что ли? Вот, если не знаешь, слушай. Костюм из кремплина там одевают только на мертвецов. Мама! Чего кричишь? Ты что, хочешь меня напугать? Нет, я правду говорю. Потому что в кремплине даже собаки не берут. А мертвецам встречаться невестам не обязательно. Ты что хочешь сказать? Эти люди мертвые, что ли? Ну-ну, сам смотри. Мое дело предупредить. Ты что, хочешь меня надурить? Мадыночка уже меня давным-давно ждет. Брат! Что еще? Знаешь, брат? Ты лучше не ходи к ней. Это почему? Вы что хотите, чтобы я всю жизнь прожил холостяком? Я ее люблю, понимаешь? И она должна меня любить. Ты же ее ни разу не видел. Ну и что я ее ни разу не видел? Я ее все равно люблю. Ее мама видела. Сказала, что красивая. А ты дура! Не хочешь, чтобы у меня была невестка? Или ты меня недооцениваешь? Ну, не считай, что ты туповат? Ты, конечно, хороший брат. Но если хочешь моего совета, лучше не иди к ней. Ого! Мадына! Брат, стой, не ходи! Вот дурак! А что же теперь будет? Азамат! Девушек полно, не жениться нет желания, не женюсь я все равно. Не женюсь я. Я пришел к себе домой, перевела я занял глаза девчонки, что дает мне. Зачем тебя любить? Боже мой, какая прелесть, разорваться не могу. Я тебя
так веселить, когда ты, матушка, посмотрит, будет свадьба веселей, ну-ка, водочки налей.
постепенно веселей. Будем петь и танцевать, и на свадьбе отдыхать. Как сегодня я жить, до утра веселюсь. Нами матушка постой, будет свадьба веселей. Ну-ка водочки налей, все на сцену веселей. Будем петь и танцевать, и на свадьбе отдыхать. Привет! Здравствуйте. А вы кто? Я то! Как это то? Я не смогу стану твоим любимым! Что? Присядьте на свое место. И вообще-то, почему вы сюда пришли? Меня мама отправила. А вы почему сюда пришли? Мне тоже мама отправила. А, ты Мартина, угадал? Да, угадали. Ну и что с того? Ты должна стать моей невесткой! Иди прочь, Санча! Что ты болтаешь? Шоколадку будет? Нет, не буду. Ой! Ой, что? Тебе не стыдно нас укоряться? А что я хотел, если меня нах держится? Если ты и правду сюда пришел, скажи же что-нибудь. А почему я должен говорить? Сама и разговаривай. Нет, ты говоришь. А что нужно сказать-то? А я откуда знаю? И вообще-то, почему вы сюда пришли? Меня мама отправила. Сказала, с тобой видеться. Ну что ж, понравилось? Да! Я в тебя влюбился! Какой бесстыжий! Лучше будет, если сейчас ко мне привыкнешь. А у тебя в селе нету любимой? Любить-то я любил пятерых! Но... Ух ты! Пятерых? Ну что за «но» в конце? Ай! У сельских девчонок на плечах голова есть, что ли? Они недооценивают такого парня, как я. Да, они правда дуры. Как можно такого парня упустить? Правду говоришь, Подиночка, правду говоришь. Вот когда ты выйдешь за меня замуж, вот тогда мы, взявшись за руки, будем проходить через их улицу. Туда, сюда. Они от зависти умрут. Хватит нести чушь и присядьте на свое место. Ой, я не присяду на свое место, потому что я тебя люблю. Ах, вот как. А как ты это узнал? Вот, послушай мое сердце, оно бьется и твердит только твое имя. Вот, послушай, позволяю. Нет, нет, спасибо. И так слышно, как оно бьется. Слышно? Эй, парень. Не пить хочется? А что я поделал, если тебе
тебя пить хочется. Вон кран, иди пей. Ой, иди принеси. Мама, оказывается, была права. Что за бороду схватилась? Что ты там бормочешь? Нет, нет, ничего. Если хочешь пить, иди пей. В наше время у людей вообще не осталось благородства. Даже жаждущему не могут дать воды. Все, я обиделась на тебя. Мадна. Вот что я тебе дам дельный совет. Вот никогда не пей сырую воду. От этого животик болит. Вот я сам пью чай. У нас даже дома есть свистящий чайник. А у вас есть? Нет, как это свистящий чайник? С виду простой чайник. Наливаешь воду и включаешь через 5 минут. Вот так делает. А там внутри джине, что ли? Если был там джин, он уже давным-давно бы там умер. Ты видел джина? То, что ты называешь джином, это привидение? Привидение? А? А что это? Видеть-то я сам не видел. Но у меня есть друг. Азнауза. Когда он возвращался домой, мимо кладбища, за ним гнался привидение! Чудный! Не задушил! До сих пор заикается! Какую форму имеет этот привидение? Я сам не видел, но говорят, мохнатое чудище. Мадна, давай перейдем на другую тему. Ты что, испугался? Кто? Я? Да, конечно, ты тоже еще. Заруби себя на носу! Я никого и ничего! Вот мимо. А вот так. Мадна, можно я кое-что спрошу? Ну, спрашивайте. Я тебе нравлюсь! Иди принеси одну бутылку воды, потом скажу. Если принесу, полюбишь! Потом скажу. Руслан, это ты что ли? Да, Ну как тебе мой женишок, который для меня мама выбрала? сказать тебе правду. Ты что, мне врал когда-то? Нет, нет. Если бы я была бы девушкой, то без раздумья вышла бы за него замуж. Что ты хочешь с этим сказать? Жила бы как королева. На нем же можно ездить как на ишаке. Может, тебе так показалось? Он, наверное, дурачится специально, чтобы глупому
Нет, моя дорогая, если бы он был бы чуточку умнее, он сам себе нашел бы девушку, а не мама искала ему невестку. Он же маменькин сынок. Я вообще не должна была сегодня сюда прийти. Я только ради мамочки пришла. Давай-ка я его хорошенько проучу, чтобы он никогда не глядел на девушку. Нет, не трогай его. Вдруг мы что-нибудь найдем на нашу голову. Сейчас он придет, я сама с ним разберусь. Ты не волнуйся, я сделаю так, чтобы он сам отсюда убежал. Что ты хочешь сделать? Не волнуйся, это будет моим сюрпризом для тебя. Не пугай его сильно. Вдруг у него сердце остановится. Но с ним не случится. Ты думаешь, я его просто так оставлю, когда он хочет тебя от меня увести? Мама, Диночка, пей на здоровье! Оказывается, и ты певец? Вот когда я на тебя женюсь, вот тогда узнаешь, какой я певец! А где стакан? Зачем тебе стакан? Пей с горла! Нет, я не пью с горла. Если не хочешь, не пей. Сам попью. Иди принеси стакан. Ты что думаешь? Эти люди мальчики на побегушках, что ли? Раз сказал, не принесу, не принесу. Какой ты несносный человек. Сам говоришь, что любишь, и не хочешь меня слушать. Как я буду потом с тобой жить? Ну, сама смотри. Эти люди каждый раз, когда ты захочешь, не принесут тебе воды. Принесешь? Не принесу. Принесешь, как миленький. Давай поспорим, что не принесу. Если не хочешь, ну и не надо. Не надо мне такие слова говорить. Извини, Не извиняй. ну и не надо. И опять ругаются. Конечно, буду ругать, если ты будешь вести себя так. Ты сейчас можешь говорить сколько угодно, но когда ты выйдешь за меня замуж, вот тогда ты пожалеешь о своих словах. Боюсь, напугал до дрожь. Ты не извини меня здесь, ты не видела меня в гневе. Как интересно. И какой ты когда злой. Да? Ну, когда меня мама дома злит, я целыми днями ничего не ем и ничего не пью. Только лежу и смотрю телевизор. Потом мама приходит и извиняется. Да. Оказывается, и ты страшен в гневе. Извини, я не знала. Ай, так-то я хороший, но у меня есть несносная сестренка. Вот она меня постоянно выводит меня из себя. А ее зовут Амина? Да? Откуда ты ее знаешь? Она же самая лучшая доярка нашего района. Я с ней познакомилась на телевидении, когда нас снимали для журнала «Актрис». Может, она и самая лучшая доярка нашего района? Но она даже меня с собакой не сравнивает. Ты должен ей гордиться. Что она такого сказала, что ты о ней так думаешь? Она даже правильно произнести мое имя не может. Постоянно обзывает бестолковым и невеждой. Бестолковым? Невеждой? Да, ты полон сюрпризов. Когда ты ее встретишь, скажи ей, чтобы она перестала так говорить. А то тебе после свадьбы стыдно будет.
Разговаривать с тобой, как смотреть фильм. С тобой не соскучишься. Но есть все это правда, я ее при встрече хорошенько отругаю, чтобы она тебя так не позорила. Ты сейчас смеешься? Если бы тебя так обзывали, ты бы не смеялась. Вот даже сегодня она успела испортить мне настроение. Она еще что-то сказала? Мадынечка, скажи мне, пожалуйста, что плохого в моем костюме? Это же настоящий кремплин! Я его нашел, обыскав 3 базара и купил за 1500 рублей. Потрогай, позволяю. Посмотрите, какой он хитрый. Не буду трогать. Трогай, я тебе говорю. Тебе после свадьбы придется меня кормить и одевать. Ах, вот как. Поздравляю! Носи на здоровье. У тебя руки как плоскогубцы. Ты что, не знал, как поздравляешь новый костюм? И что она сказала про твой костюм? Она сказала, что такие костюмы в европейских странах одевают только на мертвецов. Ты же так не думаешь? А Мина скажет же, конечно, неправда. Да, я тоже так думаю. Она, кроме своих вонючих коров, ничего не знает. Она мне завидует. Знаешь почему? Потому что мамочка меня больше любит. Ты слышала? О чем ты говоришь? Ой, мамочки, что это? Вот опять! Если это Джин, прогони его, мне страшно. Что ты стоишь? Как я его прогоню? Он же рассердится! Господин Джин, пожалуйста, умоляю, не трогайте меня! Я единственный мужчина в себе! Как ты посмел сюда прийти? Я не хотел! Меня мама заставила прийти! Какая у тебя цель? Нет у меня никакой цели! Нету! Она все знает! Ты ее знаешь? Я ее не знаю! Клянусь! Скажи мне правду, если тебе жизнь дорога. Она тебе нужна? Она мне не нужна! Ты тупица! Ты это про меня? Да, про тебя я всю жизнь готов прожить холостяка. Господин Жин, пару минут назад он тебе в любви клялся, а теперь про меня такое говорит. Что стоите? Накажите его! Слушаюсь и повиноваюсь. Давай, давай. Руслан, что ты сделал с этой бедолагой? Может, он умер? Нет, у него сердце бьется как мотор приоры. Не реши так, вы же пошутили. Может, я вызову доктора? Нет, смотри, дай мне бутылку с водой. Лей. Прочь! Сама ты связана? Прочь! Это я, Мадина.
этот бедолага никогда не узнает, что такое любовь. Он не сможет осознать это чувство, потому что для него убито слово «любовь». Если на свете ужаснее этого, все равно мне его жаль. Мне тоже. Я женюсь, я не женюсь, ой, мама, не женюсь. Да не женюсь, я не женюсь. Я женюсь, я не женюсь, ой, мама, не женюсь. Девочки вокруг меня, ну зачем мне жена? Молодого я хочу, жениться. Добрый вечер. Сегодня мы увидели воплощение в жизнь. Это, конечно, была пьеса на туркменском языке. Немножко потеряла в переводе, потому что, видимо, с русоведами не работали, сами переводили. Но удовольствие мы получили действительно колоссальное, потому что они сами это сделали. Давайте им поаплодируем. Мы поверили в этого бедолагу, нам всем его стало жалко. Мы все прониклись тем, что надо уметь любить. И самое главное, спасибо за то, что они умеют нас радовать своим талантом. Спасибо им еще раз. Давайте еще раз поаплодируем. Вы молодцы. Спасибо, выходите еще раз. Вот сами, абсолютно самостоятельно, каждый вечер репетировали. Спасибо им огромное за это усердие, за это удовольствие, что мы сегодня получили. Вы просто молодцы. Я вас поздравляю с этой премьерой. Спасибо вам большое. Спасибо всем! Женюсь.